Продолжаем эфир нашего канала выпуском новостей и коротко о главных темах. Состояние одной больной коронавирусом в Якутске оценили как тяжелое, и ее перевели на искусственную вентиляцию легких. Более 100 анализов в Алдане показали отрицательный результат на коронавирус. Технопарк Якутия передал детской инфекционной клинической больнице инновационные маски-респираторы. Число умерших после заражения коронавирусом в мире за минувшее воскресенье выросло почти на 5000 человек. Общее количество летальных исходов достигло 165 тысяч. Такие данные привели в Американском университете Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, на конец воскресенья насчитывалось 2 миллиона 400 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели почти 624 тысячи человек. На первом месте по заболеваемости Соединенные Штаты Америки – почти 760 тысяч. На втором месте Испания – почти 200 тысяч. И Италия, в которой заразилось 179 тысяч человек. Пандемия затронула 200 стран по всему миру. Ситуация с COVID-19 в Якутии остается напряженной. Всего на сегодня зарегистрировано 111 случаев, 16 человек выздоровело. 23 случая заражения подтвердили на Чаиндинском газоконденсатном месторождении. Об этом в ходе ежедневного брифинга об эпидобстановке в регионе рассказал глава Якутии Айсан Николаев. В больницах республики 72 человека, самое большое количество в городах Алдан и Якутск. По Якутску хочу сказать, что у нас, к сожалению, растет количество больных именно от контакта Мархинского, который у нас был обнаружен некоторое время назад. К сожалению, уже в общей сложности 7 человек имеют положительный анализ именно по результатам контактов с этой больной. Больная сама сейчас находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Здесь еще раз хочу сказать, что соблюдение режима самоизоляции, особенности для пожилых лиц, так, этому больному у нас как раз 65 лет, было абсолютно необходимым, но, к сожалению, вот именно это игнорирование режима самоизоляции привело к очень плохим сегодня вот результатам и для непосредственно самой больной, ну и для тех людей, которые ее многие навещали как раз уже после вступления в силу режима полной самоизоляции по городу Якутску. Одним из контактов больной оказался сотрудник перинатального центра Якутской клинической больницы. В связи с этим с 19 апреля по 3 мая центр закрывается на санобработку. Роженицы перенаправляются в перинатальный центр Республиканской больницы номер 1. Ранее госпитализированные пациентки переводятся в санаторий Чипдик. На сегодня мы вводим план по перинатальному центру, уже ввели, по которому сейчас по маршрутизации все новые роженицы будут доставляться уже в Национальный медицинский центр. Ну а по мере выписывания уже тех рожениц, которые сегодня находятся в перинатальном центре, часть, кстати, переводится также и в Чепдик, будут проведены мероприятия по дезинфекции всего перинатального центра, и после этого, начиная где-то с 3 мая, перинатальный центр вновь должен заработать. При этом все сотрудники перинатального центра уже сдали анализы, они обрабатываются, пока все анализы, которые были обработаны и получены вчера, они все отрицательные. В целом, еще раз хочу сказать, что особенности вот по городу Якутску нам надо усиливаться в части личного контроля граждан за режимом самоизоляции. Вот пример по Мархе показывает, что нарушение его и контакты с потенциально больным, они могут привести к очень таким плачевным результатам. Состояние одной больной коронавирусом тяжелое. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких. О текущем состоянии и количестве пациентов рассказал главврач Якутской клинической больницы Николай Васильев. Сегодня, 20 апреля 2020 года, на стационарном лечении Якутской республиканской клинической больницы инфекционном отделении находится 20 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Состояние одной пациентки тяжелое, находится на аппарате искусственной вентиляции легких, у 11 больных состояние средней степени тяжести. Лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объеме. Решением Минздрава Республики Саха-Якутия перинатальный центр Якутской республиканской клинической больницы закрыт на санацию 19 апреля. Маршрутизация пациентов изменена. Медицинская помощь беременным, роженицам, новорожденным будет оказываться
пренатальном центре Национального центра медицины до особого распоряжения. Более 100 анализов в Алдане показали отрицательный результат на коронавирус. Из всех проб положительной оказалась только одна. Также из местного обсерватора выписали первых пациентов. Более подробную информацию узнаем у нашего корреспондента в Алдане Руслана Павлова. Он на прямой связи со студией. Руслан, здравствуй. Какова последняя информация по эпидобстановке в городе и как алданцы соблюдают самоизоляцию? Здравствуй, Василий. В Алдане действительно удалось взять ситуацию под контроль. Люди наконец-то услышали медиков, власть имущих, самоизолировались и сидят, как говорится, по домам. Выходят по крайней необходимости мелкими перебежками за продуктами и лекарствами. Полиция контролирует улицы, патрулирует, проверяет машины. Алданская лаборатория вышла в рабочий режим. Ежесуточно делается десятки анализов. Вот как мы знаем, да, сказали уже за последние сутки всего +1. Такая динамика здесь радует абсолютно всех. И вот что сегодня нам сказал главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. 9 человек покинули обсерватор. Они имеют отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию двукратные. Им выданы справки, и они могут находиться дома или на рабочем месте без опасности для окружающих. На сегодняшний день в Алданском районе зафиксировано 41 случай коронавирусной инфекции, в том числе 3 детей. Состояние всех стабильное. В инфекционном отделении находится 42 человека. В провизорном отделении, там, где лежат случаи, с которыми надо будет разобраться, 11 человек. Результаты лабораторных исследований после 5 часов, после 5-6 часов будут у нас. В поселке Ленинский, который граничит с Алданом, коронавирусной инфекции не выявлено. Это как раз результат того, что поселок сразу следом за Алданом на следующий день ввел карантин у себя. О ситуации на сегодня в данном поселении глава Светлана Гордиенко. На сегодняшний день ситуация такова, что фактов, зарегистрированных с COVID-19, не зафиксировано. Но обстановка более или менее, скажем так, стабильная. Проводим все профилактические меры безопасности, да, чтобы не распространять инфекцию. Население с пониманием отнеслось, дома сидят? К сожалению, не все. К сожалению, не все. То есть, имеются факты, когда жители, все-таки не доверяют информации, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, гуляют, да, по улицам. Работаем, предупреждаем. Стоит отметить, что работники администрации поселка Ленинский взяли на себя еще функции волонтеров. За минувшую неделю они отработали порядка 90 заказов. Это в основном лекарства и продукты питания, которых нет в поселке. Они их доставляли из Алдана. А вообще в районе работает порядка 100 волонтеров. Большая из них часть в Алдане. И этого количества человек и автотранспорта хватает для того, чтобы покрыть нужды населения. Вот что нам рассказали в волонтерском штабе. На сегодняшний день в Алданском районе зарегистрировано 98 волонтеров. Из них 72 в городе Алдана, 26 волонтеров по поселению. Общее количество машин, задействованных волонтерами личного автотранспорта, это порядка 24 машин. Из них 20 автомобилей в городе Алдан. Заявки мы на волонтеров принимаем пока по Ленинскому, Тамоту и Куранаху. По Алдану пока заявочки мы приостановили на волонтеров, так как то обслуживающее население, которое к нам обращается, мы пока справляемся тем составом, который имеем. Сегодня власти вводят электронную пропускную систему, так называемые QR-коды. Чтобы не было ажиотажа, эту систему сначала опробируют на волонтерах. Мы следим за развитием событий. Василий. Да, спасибо, Руслан. На прямой связи из Алдана передавал наш корреспондент Руслан Павлов.
Инновации в помощь борьбе с COVID-19. Технопарк Якутия передал сегодня детской инфекционной клинической больнице инновационные маски-респираторы с противовирусными сменными вкладышами. Они приобретены у партнера технопарка, белорусской компании «Инката». Закуплена партия в 100 масок и 4000 сменных вкладышей. Один такой вкладыш можно использовать до 3-5 дней. Нужда, я так думаю, не только для нашего отделения, но и для всего медицинского персонала, который задействован в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, конечно, ощутимая, потому что средства индивидуальной защиты уходят очень быстро, они меняются каждые 2-4 часа в зависимости от модели. И, соответственно, количество больных, к сожалению, растет, поэтому и количество СИЗов с каждым днем все больше и больше увеличивается. Сейчас у нас на борьбу с новой коронавирусной инфекцией это задействовано 3 врача, которые работают сутки через 2, и 14 бригад среднего и младшего медицинского персонала по 2 человека. Специалисты восстановили канал связи для провайдера «Экспресс-сеть» в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций региона. Ранее наш телеканал передавал, что абоненты провайдера в столице остались без интернета в результате аварии на линии связи. Как сообщило ведомство, в настоящее время канал связи для компании «Экспресс-сеть» восстановлен. Услуги связи абонентов предоставляются в полном объеме. Банк ВТБ одобрил более 600 заявок представителям бизнеса на получение беспроцентного займа для выплаты заработных плат сотрудникам. Сумма составляет около 2 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. Всего на сегодня в работе почти 1500 заявок на сумму более 4 миллиардов рублей. Процесс собираются ускорить. Банки отказались от принципа выдавать займы только тем клиентам, которые имеют зарплатные проекты в ВТБ. Напомню, что в минувшую субботу в Минэкономразвития сообщили, что подписано соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Сегодня в России отмечают День донора. Он был учрежден в стране с 2007 года. В России более 1,5 миллиона человек нуждаются в переливании крови ежегодно. В Якутии организованы 8 пунктов приема и 1 станция переливания в столице. Несмотря на режим самоизоляции, станция работает в обычном режиме. Сегодня людей немного. Сдали кровь всего 45 человек. По региону имеется около 10 тысяч постоянных доноров. Помимо них есть почетные доноры, среди которых в особом списке значатся доноры с редкими генотипами. С ними ведется отдельная работа. Потребность в крови всегда остается высокой. Один человек может спасти сразу несколько жизней. Кроме пандемии еще наша основная жизнь протекает. Экстренная медицинская служба работает в полном силе. Усилили санрежим. Соответственно, у нас тоже при входе доноров мы проводим термометрию, плюс обработку рук. И, соответственно, везде по станции разметки выявлены, чтобы расстояние от доноров было там 1-1,5 метра. А также доноров мы желательно сейчас вызываем. Карантин не помеха тренировкам. 2 юные теннисистки из небольшого итальянского городка доказали это на своем собственном примере, проведя сет на крышах своих домов. На видео соседки играют в теннис, несмотря на расстояние между домами. С введением карантина в начале марта местному теннисному клубу пришлось закрыться. И тренер призвал учеников творчески отнестись к делу и поискать новые способы для продолжения практики. 14-летняя Витория и 11-летняя Карола справились с этой задачей успешно. Их ролик на странице теннис-клуба Facebook стал вирусным и привлек внимание даже профессиональных теннисистов. Завтра и в пятницу Гидрометцентр России прогнозирует дождь в Якутске. Тем не менее, после дождливого дня во вторник в городе установится плюсовая температура. Сегодня на небе будут наблюдаться небольшие скопления облаков. Температура днем от -1 градуса. Осадков не ожидается. Совсем другая картина завтра, 21 апреля. Будет облачно, столбик термометра будет колебаться между значениями от -14 до +3 градусов. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Начиная с этого дня в Якутске будет плюсовая дневная температура. Со среды до пятницы она будет составлять +4, +6 градусов днем, а ночью -5, -10. Если среда и четверг характеризуются переменной облачностью с небольшими прояснениями, то в пятницу вновь ожидается небольшой дождь. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.